Всем приветик! Меня зовут Динара Халилюлина. Хочу поделиться опытом организации татарских мероприятий молодежных. У меня богатый опыт. Мы еще в 2014-2015 году начали организовывать события. Идея пришла первая такая, организовать мероприятие, которое называется «Литературные вечера». Я долго думала, я училась на культуролога, и хотелось организовывать свои мероприятия, и хотелось быть полезным. Вот. И полезным татарскому обществу, и вообще в целом такая более глобальная была идея, на самом деле, познакомить не татарских людей с нашей татарской культурой. Татары-то они и так знают и про литературу, и особенно кто у нас из Татарстана или из татарских деревень в Москву приезжают, они, в общем-то, посвящены там и знают литературу и так далее. Но я живу в Москве, я родилась в Москве, и я абсолютно, практически ничего не знала ни про татарских писателей, ни про поэтов, какие-то только отдаленные имена, и, собственно, все. И вот для таких, как я, в первую очередь, я хотела делать литературные вечера, где мы собираемся вместе вот с молодежью, с такими же, как я, кому интересно. Вот у меня подруга Зиля поддержала мою идею, скажем так. Я познакомилась с Римой Гумеровой. Она такая самая была главная активистка татарского движения, молодежного, татарских студентов с клубом «Бердамлек». Но она и сейчас очень активно ведет свою деятельность, развивает татарский язык и поддерживает молодежь, в общем-то, активно. И, собственно, вот я пришла к ней с этой идеей, говорю, а давай попробуем организовать литературные вечера. И мы пришли в Татарский культурный центр, познакомились с библиотекой, познакомились там с библиотекарем, с прекрасным, и брали книжки, изучали, выбирали произведения, собирали молодежь, кто хочет поучаствовать. Девочки, мальчики там учили стихи, мы репетировали, готовились, делали презентации. В общем-то, такие интерактивные, на самом деле, вечера. Там не только в итоге была поэзия. Я рассказывала про биографию авторов, ребята рассказывали стихи, мы давали пояснения на русском, то есть вечер был не только на татарском. В целом мероприятие происходило на русском, чтобы быть доступным всем. Была задача донести информацию до людей. И, собственно, были в том числе музыкальные паузы, приглашали молодых артистов выступать. Все это было такой социальный проект совершенно на некоммерческой основе. Вот, и приходили к нам представители разных возрастов. И, в общем-то, было приятно очень. Всегда была такая камерная, дружелюбная атмосфера. Там заканчивалось все чаепитиями, понятно, все мероприятия халяльные. Вот. И мы с этим проектом выиграли первый харакат. Когда проходил первый молодежный конкурс, мы взяли номинацию «Поддержание и развитие татарского языка и культуры». Первый харакат мы выиграли в этой номинации, и второй харакат тоже в этой же номинации с нашим проектом мы также второй раз, получается, победили. Потом у нас пришли идеи новые. Мы решили, помимо литературных вечеров, делать квесты по городу, тоже татарские. Наша организация по квестам называлась «Табышмак», что в переводе означает «загадка». И очень интересных, где-то, по-моему, 4 квеста мы провели по татарской Москве. И вообще все загадки, все наши задания были связаны с татарской тематикой. Там ребята либо там татарские слова искали, какие-то были адреса привязаны там, к историческим татарским местам. Вот. И сам сюжет квестов тоже был так продуман, чтобы просветить тоже молодежь, там, познакомить с татарским фольклором. В общем-то, все в теме. И было здорово. Вот команда где-то по 8 команд плюс-минус. Где-то человек по 50, по 60 собиралась играть в эти квесты. Вот. Всегда были восторженные отзывы. В общем-то, все проходило здорово.
позже у нас возник еще новый проект. Мы провели регату на Сабантуе. Начиная с 2017 года на Большом Московском Сабантуе в парке Коломенское проводится гребная регата на морских ялах, Ял-6. Первый кубок Сабантуя выиграла команда штаба, что немаловажно. Вот. Ребята молодцы, активно тоже занимаются, тренируются, постоянно принимают участие. В этом году у нас будет юбилейная 5-я регата. Вот. Соревнования состоятся 1 июля. Сейчас старые команды готовятся к тренировкам, и формируются новые команды. Я думаю, что в этом году будет большое количество команд, потому что у нас расширилась возможность, в частности, тренировок. Тренироваться можно будет не только на Химкинском водохранилище в ЦСКА, но и в Строгино, в клубе наших партнеров «Алые паруса», на Пироговском водохранилище, в яхт-клубе «Березки» и в Пушкино, на реке Серебрянке, около Дворца спорта, где в прошлом году состоялся выездная регата, посвященная Московскому Сабантую. Московский Сабантуй в части организации регат помог организовать нам Федерацию морского многоборья города Москвы. На сегодняшний день мы проводим аккредитацию этой федерации в морском спорте. И вполне возможно, если мы успеем с аккредитацией, то дистанция в Московском Сабантуе, она будет не просто обычной регатой, соревнованием, но и вполне возможно, что она войдет как чемпионат Москвы по гребле на военно-морских ялах с присвоением спортивных разрядов и званий. Так что ждем вас на регате. И не беспокойтесь, вы будете уметь профессионально грести, и ваша жизнь разделится на две части. До гребли и после гребли. Потому что гребля – это не только просто вид спорта на шестивесельном яле, это еще и образ жизни.